У нас должны быть все равны и все равнее. 10 баллов набрать на ЦТ легкой степени умственной отсталости. Тебя карают. 80% белорусов были бедные, либо за чертой бедности. Живи хуже. Выделен $1 миллион, который просто распилен. Ну, тут у тети, конечно, случился сердечный приступ. Лицей БГУ имени господина Дзержинского. Ну, это же шикарно. И он написал сочинение про раскулачивание. Вот шухер был в школе. Дети дома — это бардак. PowerPoint — это нанотехнологии, которые позволяют. А у меня нет высшего образования. Математик, преподаватель математики и информатики, магистр педагогических наук, специалист в области государственного местного управления, юрист со знанием экономики и исследователь в области педагогики. Это 5 дипломов. Он больной человек. Халезин приходил и ничего не делал. Нам не нужны вообще люди с образованием. Образование как социальный лифт не работает. Когда твой ученик знает больше тебя, это же травма. Это вам не голая вечеринка, это же как бы, это же вот... В министерстве есть много очень умных, талантливых людей. Какая разница? Учитель ходит, проверяет по домам печное отопление. И меня окружают, условно говоря, дети уголовников. Я Министерство образования в суд вызывал. Вот мальчики совсем беда, да? То есть, что или ты поступай, или... Менять систему изнутри. Современный белорусский родитель занимается чем? Выживанием. Отступить от него – это расстрел. Учительницу химии, которая сказала тост: будет плохо, если вы поступите за границу. Учреждение образования, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, учреждение образования, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Все, я дальше не читал. Я преподавал в Институте современных знаний в Минске какое-то время, и однажды меня вызывает тетенька, которая возглавляла там отдел кадров. Пригласила меня и говорит: Николай, можно вот там документики заполняю ваши, да, там мне диплом, копия нужна вашего о высшем образовании. А я говорю: а у меня нет высшего образования. Ну, тут у тети, конечно, случился сердечный приступ, и в итоге она умерла. Ну нет, шучу, она же осталась жива, все в порядке. Но она сказала: и что нам делать? Я понял, что это какая-то беда для нее. И не важно, что я там преподаю и что студенты довольны, а важно то, что у меня нет диплома о высшем образовании. Я сказал: слушайте, я даже не знаю, что делать, но я могу просто уйти. Она сказала: не, понимаете, нет, давайте так. Давайте мы напишем, что оно у вас есть. Я сказал: ну, хорошо, нет проблем. Она говорит: какое написать? Я говорю: мне недавно предлагали за $200 диплом не Екатеринбургского, Свердловского экономического университета. Давайте его напишем. Она мне его написала туда, в эту бумажку. И в итоге я стал работать дальше. Ну, недолго я там проработал, потому что мне это было не очень интересно. Но по факту тогда я понял, что бумажка нужна какая-то. А если ее нету, то ты вроде как и не можешь ничего преподавать. Но правда, как-то я своей практикой все это опроверг, поскольку после этого мы с супругой преподавали в 16 университетах, наверное, в 10 или 12 странах. Так вот, сегодня я хочу поговорить о высшем образовании и о тех детях, которые сейчас волнуются, потому что скоро им поступать в университеты. Я буду говорить с человеком, который в этом разбирается, наверное, лучше, чем все Министерство образования Беларуси вместе взятое. Вот это фарш из телятины. И мы будем готовить с таким немножко азиатским фьюжн-уклоном тефтели в кокосовом бульоне. И я надеюсь, что моему гостю это понравится. Большинство приготовления наших блюд начинается с зажарки лука, чеснока и перца чили. Если мы говорим о сегодняшнем блюде, то я бы его назвал просто таким переосмыслением тайского гамбургера, например. Да? Потому что мы будем использовать не самые типичные для европейской кухни компоненты. Там, вот здесь вы можете увидеть лимонграсс, имбирь, куркуму, корицу. В комментариях напишите, вот как вы выбираете то, что вы будете готовить. Например, я никогда не иду в магазин с мыслью: пойду-ка я что-нибудь куплю поесть. Такого не бывает. Бывает это по-другому. Я вижу какой-то рецепт, или мне предлагает рецепт жена и говорит: о, посмотри, очень неплохо и полезно, и вкусно.
Я его смотрю и думаю, ага, хорошо. Смотрю, что из специй у меня есть, а есть все. Я просто иду в магазин, покупаю ингредиенты, прихожу, готовлю, мы это свежим съедаем, и на следующий день история повторяется. Ну, конечно, это происходит не каждый день, потому что, как вы понимаете, нужно же иногда и работать. Поэтому не всегда мы вот так занимаемся только кулинарией. Хотя я бы с удовольствием был семейным поваром. Ну вот у нас лук практически готов. Теперь мы сюда же добавляем чеснок. И сюда же добавляем хлопья чили. Я, например, сторонник использовать не хлопья чили, а использовать чили, перец натуральный, живой. Да? Тогда он и смотрится красивее, и вкус чуть свежее. Но правда есть блюда, в которые нужно использовать именно хлопья, поскольку они такие концентрированного вкуса. Дальше мы откладываем вот этот лук и чеснок. Я его пока отложу вот сюда, но сейчас мы его будем добавлять в фарш, когда он чуть-чуть остынет. Я, например, знаю одного повара, он работает, у него ресторан суши в штате Кентукки, и он японец. И это придорожный ресторанчик, совершенно неожиданный, который пользуется сумасшедшей популярностью. Это лучшие суши в жизни, которые я ел. И это при дороге ресторанчик. Так вот, человек, который там работает, шеф-повар, он японец, и последний раз он был в отпуске в 1979 году. Можете себе представить? С 1979 года он никогда не был на больничном и никогда не был в отпуске, потому что он никому не может доверить приготовление суши, тех, которые готовит он. И когда вы там едите, вы сразу понимаете, что вы попали в место, которого вы никогда бы не посетили. Итак, я беру емкость побольше, выкладываю туда вот этот телячий фарш. Он свежий, он прохладный, он хороший. Теперь я делаю здесь такое углубление и выкладываю туда вот эту зажарку, которую мы только что сделали. Дальше панировочные сухари. Лучше брать вот такие не грубого помола, а панировочные сухари, которые вот раньше продавались в Беларуси, а брать такой вот нежный, потому что они не должны давать вот этот такой тяжелый хруст, да, внутри блюда. Мы их добавляем. Это молоко. Его очень немного, здесь грамм 100 и все. Да, и теперь мы замешиваем фарш. Знаете, вот если говорить о тефтелях или фрикадельках, это, по сути, это то, что это вот та самая ошибка, которая существует. Очень часто ошибка существует в языке. Например, в России принято называть котлетами рубленое мясо, или точнее сказать, фрикадельки или тефтели с другой формы просто, то есть они больше и как бы сплюснутые, да, с двух сторон, и говорят, вот это котлеты. На самом деле слово котлет в французском означает совсем другое. Это на ребре ягненка часть с мясом, да, вот это и есть котлет, который из французского языка. Да, мы сейчас замешиваем это дело. В какой-то момент нам нужно уже сделать это вот так руками, чтобы фарш так хорошо размешался. Чем лучше размешан фарш, тем проще нам в изготовлении этих тефтелей. Пока это, как видите, идет по обычному сценарию, потому что азиатский вот этот момент, он появится только с появлением бульона, в котором одним из главных компонентов является кокос, кокосовое молоко. Есть такое выражение, оно достаточно цинично. Дети – это цветы, выросшие на могилах своих родителей.
Я с ним категорически не согласен. Потому что для меня дети — это цветы, но растут они, сами по себе. Поэтому, наверное, вы уже догадались, кто будет героем моей следующей программы. Это будут две моих дочери, Мария и Даниэла. Да, и мы поговорим о том, кто из нас кому что должен. Что должен я им, что они мне. Ну и я бы хотел, чтобы вы в комментариях под этим видео написали вопросы ко мне и к ним. Мне кажется, что это будет очень интересно, хотя эта фраза будет очень интересно, она как что-то мне напоминает не очень хорошее. Но тем не менее, я жду ваших вопросов, а мы дадим вам на них ответы, и вы сможете узнать, какие у нас взаимоотношения внутри нашей семьи. Еще я хотел бы, чтобы мы наконец-то отстроили нашу обратную связь следующим образом. Пишите, что вы хотите, чтобы готовил я, какие темы бы вы хотели затронуть в программах в будущих, какие вопросы подняли, какие вопросы задать по той или иной теме, каких гостей бы вы хотели увидеть, потому что пригласить мы можем практически кого угодно. К нам идут люди с удовольствием. По размеру тефтели должны быть одинаковыми. Где-то у меня тут даже есть парочка чуть мельче. Почему должен быть одинаковый размер? Потому что время прожарки их приблизительно должно быть одинаковым, чтобы не было, чтобы одна тефтель сырая, вторая прожаренная. Когда мы это делаем, мы должны соблюдать и вот эту консистенцию, как бы спрессовывая их с одинаковой силой тоже, потому что иначе одни получаются рыхлыми, другие тугими и тоже опять-таки разные. Снова заливаем оливковое масло. В большинстве случаев у нас как бы используется оливковое масло. Почему? Потому что, во-первых, оно так не горит, как растительное масло. Оно не дает такого количества канцерогенов. Это на самом деле самое полезное из жидких масел, которые существуют. Собственно говоря, если мы говорим, например, об Италии, то практически вся итальянская кулинария, она задействует только оливковое масло. И теперь мы сразу начинаем выкладывать наши тефтели на сковороду. Мы делаем это вот так по кругу. И они должны хорошо прожариться. Я не буду выкладывать сейчас все, просто столько, сколько нам достаточно чтобы загрузить сковородку и оставить центр для того, чтобы мы здесь смогли сформировать для бульона основу. Вот это лемонграсс. Я понимаю, что, наверное, вы редко его используете в кулинарии. Он используется исключительно следующим образом. Вы вот так отрезаете эту часть, и то не всегда, потому что в бульон может идти и потом вы можете его, не можете, а его необходимо вот так отбить, можно с двух сторон. Тогда он дает, вот сразу пошел такой сумасшедший аромат. Потом можно разрезать на вот такие части и вот так уже добавлять его в бульон. Имбирь вы можете добавлять по-разному. Можно его мелко натереть, если вы сначала готовите некую жидкую консистенцию. Его можно бросать прямо слайсами, тогда более такой деликатный вкус. Все вроде бы как разбираемся в образовании, но на самом деле никто из нас, по-моему, в нем не разбирается досконально. Поэтому мой гость сегодняшний – это Сергей Альшевский. Рад познакомиться и встретиться. И что с рукой? -2 сухожилия, но сшили, вроде должно быть все хорошо.
Лыжи. Лыжи. Скажи, почему ты вообще стал заниматься образованием? Ой, ну я осознанно поступал на педфак, потому что не было другого варианта и выбора, потому что в 18 лет тебе приходится оценивать, ты родом из сельской местности, провинциальный городок, Дятловский район, городской поселок Козловщина. Дятловский район? Да, Дятловский район. А я там рядом в армии служил. Гезгалы, либо Слоним. В Лиде. В Лиде, ну да, тоже недалеко, вот. Ты там начало 2000-х, ты понимаешь всю ситуацию уже тогда, и у тебя выбор, чем ты можешь заниматься, к чему лежит душа, и поэтому матфак, научно-педагогическая, как одна из альтернатив, которая могла у тебя быть. Второй, конечно, был вариант юрфак, но, к сожалению, тогда юрфаки были не по карману моим родителям, а я должен был поступить на бюджет. Давай я тебя сейчас введу в курс, что мы делаем. Да. Мы делаем тефтели с таким фьюжн оттенком восточным, азиатским, скажем так. И это тефтели в бульоне, в том числе кокосовом. Это тот набор специй, который мы будем сюда добавлять. Куркума. К слову сказать, бульон и кокосовое молоко — это то, что сюда идет в ту самую жидкую как бы историю. Чуть-чуть я добавляю, чтобы он Это имбирь. Сейчас куркума чуть-чуть обжарится с соусом, тогда мы продолжим. Одна палочка корицы. Это кориандр. Это кардамон. На самом деле, у азиатов сложная история, на самом деле. Ну, для меня это уже сложно, потому что я бы уже скушал просто и все. И заливаем бульоном. Останется кокосовое молоко. Как ты стал, не побоюсь сказать так, легендой белорусского образования? Что произошло? Почему мне говорят, ряд молодых людей говорят, он, по-моему, говорит, единственный, кто сказал все честно. Ну, не единственный. Ну, не вот единственный, наверное. Я подготовился, чтобы поставить блок-шок, и я понимаю, что меня, скорее всего, могут не угостить, но я краем уха слышал в начале передачи фразу о том, что он умнее там, всего министерства. Я скажу, первое, нет. В министерстве есть много очень умных, талантливых людей, которыми я до сих пор восхищаюсь, которые делают сотни пасхалок и показывают о том, что они не сдаются до последнего. Но там есть другая проблема, о том, что эти люди, они не управляют, они не управленцы, у них, к сожалению, нет этих слов. Вот. Как получилось так, что я прошел классический путь, допустил классическую ошибку молодого человека, который считал, что можно менять систему изнутри. Особенно, когда у тебя получается. Когда ты заканчиваешь университет, остаешься работать в университете и начинаешь делать какие-то продукты. Это во всех сферах, по-моему. У меня ощущение, что это происходит во всех сферах. Появляются люди, которые думают, что можно поменять изнутри, а оно не срабатывает. И самое обидное, что получается. Вот в 2010 году мы запустили полностью в Гродненском университете онлайн-систему образования. То есть то, что для дистанционного. В каком году? 2010. У тебя получается, тебя замечают, у тебя появляются амбиции. Ты хочешь пойти на уровень выше и делать. И у тебя получается попасть в Министерство образования, а там ты сталкиваешься с другим. Тебе дают делать только тогда, когда это удобно. Но поскольку в системе образования есть всегда деньги, на образование есть всегда деньги, они будут. Реально есть деньги? Ну, смотрите, или это все-таки если, например, было где-то там в году 11-12 8 миллиардов выделено на систему электронных учебников под названием, которую разрабатывала фирма Сакрамент, и которой до сих пор нету в Беларуси, про которую забыли, в формате возвратных кредитов. Это были деньги или нет? А при этом там, по-моему, потом еще был кризис, если они просто купили доллары, то они все деньги вернули за доллары за счет курсового скачка. Деньги там на это были всегда. А деньги — это интересы. Это Чили. Условно говоря, когда мы сделали в университете, мы подали заявку на финансирование из Минобра, чтобы сделать такую же систему для школьников. И у меня проректор спрашивает: Сергей, посчитай, сколько-то надо будет денег. Мы сели с ребятами, так посчитали, там, $1050 на это надо, чтобы, потому что опыт. Это без
случае это контента. Да. Вот, а нам говорят, нам зарезают это Ну, естественно, всё. и вам говорят, А потом- есть 15. Нет. А потом мы узнаем, что на разработку аналогичной с контентом системы выделен $1 миллион, который просто распилен. Ну и, соответственно, есть ли деньги и достаточно ли объем? За любой объем денег можно делать продукт. Есть различные люди, которые уважаемые, неуважаемые, экспертные советы и прочие вещи. И им дается там, деньги на разработку. К сожалению, глубоко в этом вопросе никто не разбирается. Понятно. Но, грубо говоря, я делал публикацию в свое время о том, что к ковиду, как раз таки начала 2020 года, должно было разработана куча систем онлайн-обучения. Должно было если все. это с 2010 года, то уже Даже, условно, меня вызывали в ДФР на опрос, потому что после этой публикации, о том, что фактически было показано, что деньги потрачены, а систем нету. И единственный вопрос в ДФР мне сказали, вопрос был такой: с тебя кто-то требовал деньги, ты давал кому-то взятку, ты видел, что кому-то дают взятку, и все. А разбираться в этом никто не хочет. Вот в чем проблема. И поэтому дальше принять любую систему — это принять отчет. Я вот не просто так вспомнил этот Сакраменто, там было так очень интересно. Это был, по-моему, 14-15 год, я уже был в позиции замдиректора главного информационно-аналитического центра при Минобразовании, и мне приносят отчет. Вот по документам нужно разработать модуль, который будет конвертировать файлы, по-моему, в XML формат. Я такой: окей, покажите мне модуль. Мне показывают бесплатный софт, который выполняет эту операцию. Я говорю: ребята, я не дурак, это бесплатный софт, я этим софтом пользуюсь. У вас в документах написано разработать модуль. Где здесь ваша разработка? Разработки нету. Ну и, соответственно, я упираюсь, потому что для меня подпись — это моя подпись, моя ответственность. А с кем-то можно договориться. Вот и все. Давай так, чтобы мы сейчас легче усваивали, мы сейчас уже пересядем за стол, сервируем, сядем и поговорим еще спокойнее. Давай пробовать. Здесь естся все, и бульон, и свекольный салат в качестве гарнира. Бульон очень прикольный, остренький, то, что нужно. Слушай, сейчас вот начинается вступительная кампания, да, вступительная по вузу. Я не был в Беларуси 13 лет. Я понятия не имею, что там сейчас происходит. И уж особенно я не понимаю, что там происходит в сфере образования. Ты можешь что-то порекомендовать тем, кто будет поступать? Ой, осознать тот факт, что за современную жизнь придется сменить свою сферу деятельности минимум 5 раз. И Прям как в Америке во все времена во было. всем мире, наверное, так. То есть осознать тот факт, что получение высшего образования не обеспечит тебя стабильной работой на все 100 лет, потому что в какой бы ты сфере ни находился, ты все равно будешь учиться. И, скорее всего, ты ее сменишь до 5 раз. Я на себе прочувствовал это все, условно говоря, от инженера, программиста, учителя до чиновника, потом в частный бизнес, потом в сектор НГО, плюс политическая активность, ты все равно будешь меняться, потому что твои интересы будут меняться. Согласен. Та парадигма, когда ты родился, дитячий садок, школа да институт, потом праца и деревянный макинтош, и все, она уже не работает. Да, уже не работает. Это, по-моему, мы последними это осознаем. В Европе так точно.
Ну, я думаю, да. Да. А скажи, что осталось живого из сферы образования в Беларуси вообще? Вот ты бы сказал там какому-то молодому человеку, который не хочет уезжать, он такой, да мне все равно куда поступать, куда мне идти, вот где я могу нормальное образование получить? Такая проблема в том, что сама же система жива. И она выполняет те функции, которые ставит перед ней заказчик. Но, к сожалению, не заказчик в лице родителей, учеников, учителей, производства, а единолично. То есть сама система жива. И молодой человек, который пойдет куда-либо при желании, он получит образование. Ну, условно, я имею несколько дипломов. Я и академик, математик, преподаватель математики и информатики, магистр педагогических наук, специалист в области государственного местного управления, юрист со знанием экономики и исследователь в области педагогики. Это 5 дипломов, которые формальные, которые есть в Беларуси. И мне было интересно, я их осознанно получал. И, условно говоря... То есть такого не было, пойду-ка я там поучусь. Нет, было так. Я пошел работать, я понимаю, что в какую сторону я хочу развиваться, я изучаю этот вопрос, и окей, мы тогда активно стремились в Болонский процесс, а чтобы занимать управленческую должность, как бы я прочитал, что нужно иметь степень магистра. Окей, мне нужна магистратура. Слушай, Болонский процесс, как я понимаю, завершился, да? Да, мы как бы все. Мы как бы... Может, вообще, это образование, вот такой система, может, она вообще вся устарела? Ну вот представь себе, человек сейчас, допустим, у меня знакомый, у него рекламное агентство, у него работало 16 художников, он уволил 12. Потому что первыми улетели все, кто занимался разработкой логотипов. Это просто сразу все до свидания. Потому что автоматизировано. Потому что все, до свидания. Да. Уже бы сейчас, по логике, Министерство образования должно было бы открывать целое отделение по AI. Ну, чтобы оказаться впереди планеты всей, да? Ну, не всей, но понятно. Опять адвокат Министерства образования. Например, уже были конференции по искусственному интеллекту в образовании. Белорусские учителя уже делают публикации, новаторы. Как раз-таки те, кто допускает ошибку вот это вот, что энтузиасты, которые делают. И благодаря им дети получают качественное образование. Это первое. Второе. Никто не даст стопроцентную гарантию траектории того, что выбранная траектория, она будет успешна. Ну, условно говоря, вот... Хотел бы ли я, чтобы мою руку перевязывал человек без медицинского диплома? Нет, конечно. Неправильный ответ. Все зависит от ситуации. Если я не могу перевязать себе руку, и я теряю кровь, мне кто-то нужен. Абсолютно согласен. Все зависит от того, какую задачу мы этим решаем. Какую задачу мы решаем образованием. Твой пример в самом начале. Мне нужна была корочка, потому что моих скиллов хватало. Окей, это нормальный вариант. Если человеку нужна корочка, и он знает, что он будет делать этой корочкой, и как он будет добирать, это окей. Согласен. Но каждый из нас не хотел бы, чтобы медик с корочкой делал операцию. Но с другой стороны, мы если откатимся по истории немножко дальше, бабки-шептухи, повитухи, которые опытом, у них был опыт. У них не было формального образования, и они решали, и при отсутствии другого это работает. Поэтому вопрос только в том, что мы хотим этим получить. Почему я так говорю, что система образования, она же в Беларуси есть, она работает, и она решает функции, которые ставит заказчик. То есть ты можешь сказать, что в любой вуз можно идти, получать свою... Вопрос в том, хочешь ли ты. Первый вопрос – это ответственность меня. Давайте у меня такой всегда посыл ко всем, большая просьба, пожалуйста, считать, вы сами ответственны за свое образование. Ни один вуз. Помните, я помню свой выпускной и учительницу химии, которая сказала тост про лошадь, которую и ребенок может привести на водопой, но взрослый мужчина не заставит ее напиться. И она сказала: ребята, вас ничему не научат, если вы не захотите. И эти слова ты проносишь через всю жизнь. Поэтому любой вуз, если ты хочешь учиться, ты будешь учиться. Вопрос в том, насколько тебе будет комфортно. Это уже следующий вопрос. Вопрос комфорта. Свой личный пример. Я до сих пор помню теорию вероятности и матстатистику. Когда я на 40 с лишним дополнительном вопросе на экзамене сказал: все, я дальше не читал. Почему? Потому что молодая преподавательница, ты молодой парень, ты задаешь вопросы, хочешь разбираться в теории вероятностей. И она обозлилась. И давай на экзамене задавать тебе вопросы. А ты просто в прекрасный момент устаешь. И она идет по списку вопросов экзаменационных, такой: все, я дальше не читал. 3 балла, свободен. Окей, комфорт — это не комфорт. Мы были с ней на равных или нет? Хорошо, вот это я понимаю, да.
Второй тогда важный вопрос. Уровень подготовки педагогов сейчас ты считаешь достаточный для того, чтобы дать мне то образование, которое я хочу? Оно соответствует современному миру? Я не знаю, какого ты хочешь уровня образования, но уровень подготовки наших педагогов не соответствует, потому что мы шли по формальному пути. Есть такие сертификаты о знании владения ИКТ. Там более 80% на момент моей работы учителей обладало этими сертификатами. Но, сори, большинство из них, там, приходили молодежь, которая с компом дружит, за них сдавала онлайн-экзамены, Понятно, получали да. сертификаты. Понятная И, ситуация. условно говоря, PowerPoint — это нанотехнологии, которые позволяют. Хотя я скажу, к PowerPoint я в универе фактически карьеру сделал благодаря тому, что я умел хорошо делать презентации, которые показывали картинку, а дальше технологии набрасывались. То есть вопрос в том, что ты используешь, но, к сожалению, не имеют. Но тут очень одно важное но. Они отстают. Почему? Почему? Ну, извините меня, если учитель ходит, проверяет по домам печное отопление, у него есть время на саморазвитие? Если у него количество часов больше, чем времени, которое он готовится, в сутках меньше иногда часов, чем нужно фактически потратить, чтобы подготовиться. Ну вот смотри, расхожее мнение в Беларуси. Все, что касается математики, вычислительной техники, бла-бла-бла, все образование неплохое, очень качественное. Что касается гуманитарной, беда. Там. Я, например, не могу сейчас представить себе степень высшего образования в истории. Я вообще, как-то для меня в последнее время, я понял, что история — это скорее не наука, а разновидность литературы, да, потому что сколько раз за последние 100 лет поменяли отношение к Сталину, это капец, да. Да, и переписали. Все, кем только не был, да. И в итоге история нам ничего так и не объяснила, да, то есть нам объяснила больше литературы, чем история. И вот что с гуманитаркой, а что с... Первое. Могу привести другой пример. Я когда в аспирантуре учился, мой научный руководитель у нас в Гродно принимал экзамены. Девочка не смогла на экзамене матфак, чистая математика, научно-педагогическая, не смогла построить тупоугольный треугольник. Что такое тупоугольный треугольник после лет? Ну, больше 90 градусов. Все, вы сдали экзамен. Девочка не смогла. Преподаватель начинает задавать простые вопросы. Единица, умноженная на 0. Ну, 0. 0 умноженное на единицу. 0. Единица, разделенная на 0. Делить на 0 нельзя. Она сказала 0. И научный руководитель, а он добрейший души человек, он спрашивает: а что вы делаете? Учитесь или вы работаете? Он говорит: да, я работаю, я преподаю математику. По какому критерию, понимаете? Вот вы задаете вопрос, вот естественно научные, так называемые hard-скиллы, как это модно сейчас называть. Все хорошо. По какому критерию смотреть все хорошо? ПИЗа показала, что сельские жители на 3, 4, 5 лет отстают в своем образовании от городских. То есть 11-классник городского лицея — это 11 минус 3, это 8, по-моему, с утра было в Варшаве, не меняли. Да. 8-классник деревенской школы. Ну, разрыв. Это в лучшем случае, потому что до 6 лет достигали разрывы между некоторыми. Смотря по какому критерию смотреть. По критерию отсева и того, что в БГУИР из-за спроса и из-за того, что развивалась IT-отрасль, был большой конкурс, и туда реально шли лучшие из лучших. Ну, по этому критерию окей. Но по моему критерию, в общем, в среднем, это ужасно плохо. Я помню результаты централизованного тестирования, которые нам незаконно передали, это 17, 18, 19 год, там же были ужасающие результаты, которые показывали, что школьники не знают математики. Даже сама система показывала, Национальный институт образования, он делает мониторинг качества образования. Так вот, грубо говоря, они взяли пизовскую технологию, там несколько уровней образования, и дети сдали настолько плохо, что они выдумали 2 дополнительных уровня, назвали его пороговый, чтобы показать, что не все так плохо. Понимаете? То есть по какому критерию смотреть? То есть как глубоко копать? Но, к сожалению, у большинства людей нету. Мы видим: в БГУИР конкурс там за 360, значит, у нас все с образованием хорошо. Человек обойтись без репетитора или нет, чтобы быть на том уровне, который позволит ему в современном мире, там, в любой стране как-то там... Может. Вопрос среды. Образование — это современное образование. К финнам, как их любят, не любят, образование в первую очередь это среда, где ты находишься. Это бомба, да. Если меня окружают, условно говоря, дети уголовников,
которые разговаривают по фене, о каком образовании может быть? Ну, условно, я там, к своему детству возвращаюсь, я спортом занимался, чтобы в школу ходить через ПТУ, потому что иначе ты мог получить, а ты отличник. Финны же первым, по-моему, отказались в выставлении оценок, когда там куча инноваций. На самом деле очень много, но ключевое, что они делали среду. И они там условно замеряют индексы счастья и прочих вещей. Но самое главное, что нужно определиться, что у них произошел, условно говоря, коллективный договор. Родители, государство, все бизнес, они договорились между собой, что они хотят и что будет хорошо для их детей. У нас же этого нет, и, к сожалению, это не может произойти. Потому что родитель, современный белорусский родитель, занимается чем? Выживанием. Да. Ну вот представьте, вот я знаю точно, что на репетиторов своей младшей дочки, которая заканчивает 11 класс белорусской школы, я трачу больше 200 условных единиц в месяц. И это она заканчивает школу. Ну, ребята, некоторые налогов меньше платят, а еще смотрим, на какую часть идут налоги. И я как родитель, конечно, я задавал эти вопросы. Я Министерство образования в суд вызывал, потому что они нарушали законы. Но таких мало, и родители не могут себе позволить оставить. Получилось, что мы во многих странах преподавали, и везде нам давали карт-бланш. То есть, ну просто ты приезжаешь в университет, они говорят, вот у вас столько-то времени, там, например, там, во Франции там, месяц у вас. Вы месяц длится ваш курс по 5 дней в неделю, и вы шпляете, что вы считаете нужным. И тебе доверяют. Говорят, вот потому что и никаких методичек, никаких отчетов, вообще ничего. Просто занимайся, потому что ты такой-то, такой-то человек, твои заслуги мы знаем, и нам устроит, чтобы ты просто рассказал все. Я понимаю, что это бы мне дало в 1000 раз больше, чем мне бы мастер рассказывал, что тут тебе надо так, а это так, потому что там кто-то говорит и это же, и одновременно он тебе дает еще и навык, и модель, и культурные коды, и место расположения, и как бы локацию, как это. И ты понимаешь, что у нас этого нет, да? То, что у нас в принципе получается, что система образования, она где-то там. А инновационные все штуки, они уже где-то там. И получается, что мы вписываемся вот по... И мы, наверное, опаздываем. Дочь нашей подруги, она училась в Голландии сначала на кинорежиссуру, потом на журналистику, а потом стала очень крутым диетологом. Да? И я говорю, ну слушай, тебе же то образование не нужно. Почему? Я через него пришла к диетологии. Я говорю... Как-то кино не вяжется. Он говорит, все вяжется алгоритмы. Ты согласен с этим? Да. Смотрите, самый вот классный кейс, вообще шикардос, то, что мне больше всего нравится. Смотрите, вам поставили цели и задачи. Вам сказали, что от вас ждут. Вы должны научить. И это нормально, потому что я как заказчик не могу знать. Извините, кому-то надо, как там в педагогике есть такие методы, 21 раз повторить, и кто-то запомнит. Вопрос в том, научите или нет. Поверьте вы мне, у этих студентов потом взяли обратную связь и сказали, некто господин Халезин кул или не кул. И если бы Халезин приходил и ничего не делал, он бы в дальнейшем не получил. А возможно, еще бы получил иск о том, что он ничего не сделал, он не выполнил условия контракта. Это договор. Но у нас не принято в нашей ментальности системе доверять. У нас должен быть кто-то сверху, кто-то умный, который скажет, вот в университетах где-то в 10-х как раз таких годах появилось такое понятие, как типовой учебный план, на основании которого преподаватели могут разрабатывать. И преподаватели-новаторы начали разрабатывать. А потом приезжает проверка из Министерства образования. А что-то? А это вообще что? Это? А в итоге проще что? Чтобы не получить. Ну, это же нормальная защитная реакция организма. Чтобы не получить, есть типовое, примерно календарно-тематическое планирование. Ни один учитель от него не отступит. Отступить от него – это расстрел. У нас нельзя. У нас тупое стереотипное мышление. Из точки А в точку Б кратчайшее расстояние прямая только в математике. В жизни, в бизнесе, везде. И не факт, что ты дойдешь в точку Б. Да. То есть это кривая, которую ты не преодолеешь. И путь в этой кривой, ну, у кого это было о том, что фраза, по-моему, в «Гении и аутсайдеры», о том, что если человеку не задать рамки,
отдать только вектор развития, он получит куда больше результат. Ведь вспомните историю, если смотрели «Игры разума», либо вообще читали автобиографию Нэша. Конечно. Он в математике получил Нобелевскую премию в экономике за теорию игр. Он же был больной человек. Он больной человек. Ну прикиньте, универ его держал. Универ держал, и он разрабатывал. При этом основная разработка, в какой возраст происходит там, условно говоря, 30 лет это основной возраст для разработки. И его держат, и ему дают творить. Мне в Оксфорде показали человека, мы шли обедать, и мне один из студентов говорит: вон, он, смотри, я смотрю, какой-то человек такой в вельветовом пиджаке, такой, наклонив голову, вот так вот тешит. Так, я говорю: а кто это вообще? Он говорит: это из Тринити колледжа профессор, с которым никто никогда не общался, он ни с кем не общается, у него какое-то отклонение, но его разработки, мы все по ним учимся. И я понимаю, что это, ну, то есть, как бы по нашим меркам это же, ну, все. То есть... По нашим меркам преподаватель должен читать от А до Я, шаг вправо, шаг влево, если кто-то знает. Поэтому на ваш вопрос, как бы, отстаем? Да, мы отстаем. Мы отстаем почему? Потому что у нас нет разнообразия. Потому что родитель не может выбирать. А какой тогда совет родителю? Что делать? Что? Разобраться. Первое. Вообще не полениться, а разобраться в образовании. Разобраться, что есть. Разобраться вообще, условно, там, поговорите с HR-ами, hard-скиллы и soft-скиллы. Вспомнить, ну вот даже общаешься с айтишниками, которые там глубоко, они реально понимают, что им мягких скиллов не хватает. Коммуникации, общения, работы в команде не хватает. Вот баланс, и нужно понимать, как этот баланс. При этом должны работать хорошие психологи. Не такие психологи, как у нас, а хорошие, которые реальные методы как бы используют, которые диагностируют ребенка склонности. Смотри, ребенку поступать этим летом. Он, конечно, ничего не понимает, что ему делать вообще, растерянный, да. Родители, которые тоже растеряны. Ты говоришь, вам нужно что, изучить вузы? Нет. Что поддержать ребенка. Я в такой же ситуации родитель нахожусь, ребенок в растерянности, просто поддержать, объяснить. Я буду рядышком, мы будем искать, все нормально, ищи себя, это нормально. Пока я могу, я тебе буду помогать. Ну, у нас же родители все-таки, надо прямо сейчас получить образование. Прямо сейчас. Мне повезло, у меня дочки. Их не заберут в армию. Вот. Да, это... Поэтому как бы в этом плане, то есть поддержать. Ну, поймите, я знаю истории как бы там своего окружения, когда парень просто, он сдал ЦТ просто, лишь бы сдать. Он мог поступить на бюджет, но он не пошел. Он попробовал в другое, то, куда не хотел, не пошел. И там по остаточному принципу ушли в колледж на платно. И это нормально, родители его поддержали. Самое главное поддержать ребенка, дать ему найти себя. Ну, все мы делали ошибки. Ну, блин, ну не бывает. Вот ты выбрал модель, и ты идешь. Окей. Есть такой классный эксперимент в психологии, если помните, про выученную беспомощность на щенках делали, когда одних щенков с шокерами повесили в одну, на 3 клетки повесили, одних регулярно били, вторых периодически, а третьих могли отключать путем носа. И потом понизили, что они могут перелазить. Те, которые отключали носом, они начали сразу двигаться. Те, которые периодически, они постепенно, эти оставались на месте. Вот, ребята, давайте вот первая категория, которая может сама ошибаться, да, бьется током, жизнь такая, ну, это более способна, более конкурентоспособная. Но модель в государстве, к сожалению, другая. Модель прямого подчинения. Я сам на себе прочувствовал, что такое синдром отличника. Ты сразу научился ошибаться? Я вообще... Нет, я очень много. Я вообще... Страх ошибки был? У меня кошмары до сих пор снятся, я экзамен не могу сдать. Я тоже экзамен не могу. 5-я задачка, я туплю, не могу сдать экзамен. Хотя в школе, когда я сдавал, через 30 минут я держал свой листочек и передавал назад, и директор махал головой. Знаешь, я недавно только в себя в этом отношении поверил. Когда мы сдавали экзамен на гражданство в Великобритании, и там 24 вопроса, ну, которые сами британцы не могут сдать. И тебе надо как минимум 18 ответить правильно. И я понимал изначально, что я его не сдам никогда. И поставил эп, я, значит, проверяю каждый день свои результаты и смотрю, я двигаюсь как бы, я реально двигаюсь. И мы втроем, 3 члена семьи, пришли сдавать. Жена и дочь,
втроем сразу сдали с первой попытки, на нас смотрели как на каких-то как космонавтов. И я думаю, елки, я сдал экзамен. Это как сейчас недавно произошло. До этого это было как все, умереть. Да, страх, ошибки. У тебя, что делают с тобой, когда ты ошибаешься? Тебя карают. Ты не Да, можешь. это как А в жизни? фильм подкидыш. Малышка, ты должна выбрать. Ты хочешь, чтобы тебе оторвали голову или поехать на дачу? Да. То есть, да. это уже невыносимо. Выбор как бы окей, и Да. все. Соответственно, система другая, у нее как бы не нужны талантливые, нужны исполнители. В краткосрочной перспективе нормальная модель. Да, В но долгосрочной, среднесрочной модели в никуда, утопия, мы отстаем. Давно же известно, что импортировать себе технологии дороже, чем их экспортировать. Потому что ты все равно будешь импортировать то, что уже на шаг устарело. Абсолютно. И ты будешь отставать понимаешь, изначально. Вот это получается, что вот мальчики совсем беда, да? То есть, что или ты поступай, или все. Да? Или оторвем голову, или ехать на дачу. Да. Но тогда я, например, я вот выбрал нархоз. Почему я его выбрал? Да черт его знает. Зачем я туда пошел? Хороший выбор, можно было Да, хорошую было карьеру Так строить. абсолютно. У меня Управленческая все, карьера. кто со мной учились, они все возглавляют налоговые. по всему Абсолютно Минску. верно, И это говорили, управленческая ой, карьера. мы сейчас с тобой... Это как в свое время ИСТФАК. Да. ИСТФАК — это карьера управленческая, как бы все окей. То есть выбор как бы, есть формально. Ведь сейчас, на самом деле, если даже посмотреть на статистику по отчислениям, университет заканчивает фактически 100%. Малый процент отчисляют. Почему? Потому что студент — это голова. Голова — это деньги. Деньги — это нагрузка на кафедры и твоя личная безопасность. Ну вот интересно, что, знаешь, мы преподавали в Каларт, это Калифорнийская школа искусства Уолта Диснея. И, значит, ведем занятия, прочее. А потом сидим с деканом театрального факультета и говорим, слушай, они все там любят рассказывать, что у нас окончил такой-то, там Бёртон, Тим Бёртон, там, понятно, да, хорошо. И мы такие сидим, откровенные разговоры, я говорю, слушай, а сколько у вас по профессии работает вот из тех? А образование стоит что-то 65 тысяч в год, как бы, долларов. Он говорит, 5%. Нифига себе. Хороший процент. Как 3-5% это процент окончания онлайн-курсов. И это нормально. Это нормально? Конечно, нормально. А люди, которые заканчивают, не знаю, там MBA по дорогущим программам в ведущих университетах, что они получают, за что они платят деньги? Они же осознают себе, что они платят деньги за окружение, с которым они общаются, за связи, которые устанавливают. Такой концепт на самом деле был в Академии управления при президенте. Когда собирались чиновники разных уровней, они устанавливали связи и потом что-то решали. Но этот концепт не прижился. Почему? Потому что люди, которые могут решать, это угроза. Если они могут что-то делать. Так вот, я не говорю, нужны конкуренты. Может, нам не нужны вообще люди с образованием нынешней власти? Судя по всему тому, что совершенно происходит в невыгодно. образовании, я именно так и считаю. К сожалению, те тенденции, которые происходят, падение качества образования, оно просто ужасное. Те деньги, которые родители тратят на дополнительное образование, оно возрастает колоссальное. Как бы. С одной стороны, в нормальных странах это привело к тому, что внутри системы образования были бы реформы, но в нашей системе, в наших реалиях это не может к этому привести. Что делать? Уезжать? Каждый пусть решает сам, потому что у каждого свой мотиватор, и очень часто люди, которые занимаются образованием, способны просто поговорить. А вот как прийти в университет какой-нибудь европейский, преподавать, взять на себя ответственность и сделать, и не факт, что получится. Вот людей, которые способны взять и сделать, не факт, что получится. А здесь вы представьте, я дам совет, уезжайте все. Нет. Получится ли это у них? Не получится. Есть это. Помните, в начале 90-х, когда было очень-очень все плохо, я мелкий, правда, был в начальной школе, но учителя были на грани забастовки. И они готовы через профсоюзы были оформить республиканскую забастовку. И с этого момента учителям начали платить регулярно. Потому что остановить образование – это остановить все. Потому что дети дома – это бардак. Да. Вот нам единомоментно нужно остановиться, подумать, передоговориться, принять решение. Те, кто будет принимать решения, должны понимать, что мы несем ответственность, начать двигаться, назначить план, когда мы будем пересматривать,
корректировать, туда мы идем, не туда, но никаких вот этих рамок, никаких зашоренностей. Ведь если брать вот эти корпорации крупные, там Google, там Microsoft и так далее, они огромное количество менеджеров набирают с опытом банкротств, с опытом неудач и так далее, и говорят, что это лучший стимул для как бы для нахождения решений, потому что не каждому удается прожить тех, который при этом не отчаялся и начал делать дальше. Да, конечно. Потому что если у тебя постоянно неудача, ты это, просто в кокон. Ошибка выжившего. Да, абсолютно. Я выжил, я сейчас начну давать советы. Как бы, ну, ребята, иногда бывает ошибка выжившего. Там, я пошел направо, значит, я говорю, не ходите налево. Но я не был налево, и, может быть, там как бы... Ну, вот это такой Стив Джобс, да, который из каждого выходил с плюсом, из каждого такого падения. Ну, и там подход. У него была идея, он шел к ней. Он шел к цели, он понимал, переосознавал. Он видел, и он выбрал базу, которая ему подходит. Мы же, куда мы двигаемся? Ну, вспомните, 5-бальная. Я заканчивал школу в момент эксперимента, когда была 5-бальная, 10-бальная. У меня 8, 9, 10 – это 5. У нас так хорошо. Потом вводится 12-летка, потом убирается 12-летка. Ввели профильные классы, потом Рубинов такой, что такое профильные классы? У нас должны быть все равны, все равнее. Отменяем профильные классы. Сейчас мы обратно возвращаем профильные классы. Ребята, где в эти моменты ответственность? Плохо, а тут оказывается хорошо. Тот человек, который был плохо, он был прав или не прав? Какая ответственность? А давайте сейчас посчитаем, как это сказалось на детях. Ведь профильные классы, когда вводили 12-летнее образование, в чем был смысл? 11-12 класс – это как условно первый курс университета, где ты уже по профилю готовишься. Да. Университеты могли сделать скачок. А когда ты разговариваешь, там, вот, оканчивал магистратуру, когда наш преподаватель по философии, он был хороший, там что с ним стало дальше и почему он так испортился, неважно. Вот он сказал такую фразу, что современный студент университета – это ПТУшник 80-х годов по уровню своего образования. Университеты доучивают школьную программу. Потому что сейчас, мой 4-классник, с которым я занимаюсь, есть на сайте РИКСа там пробные варианты централизованного тестирования, он набрал 70 баллов. 4 класс. Уровня знания 4 класса, некоторые моменты нужно объяснить, что это значит. Набирает 70 баллов. И у тебя такой вопрос, это вообще реальная система оценивания, то есть, хорошо, пусть будет 50, честно наберет 5-классник умный, который реально до 5 класса доучился, 50 баллов. Ребят, вы серьезно, ЦТ и 50 баллов это 5 класс по уровню должен быть, когда твоя основная задача просто вычислить? Нет, так не работает. И вот этот человек набирает 50 баллов, он поступает в университет. А другой известный кейс, который я приводил, есть пороговые баллы, там 10-15 баллов нужно набрать минимум на ЦТ, чтобы сдать. А вот в силовые и сельские вузы эти пороги снижены. Но при этом в образовании все же заформализовано. И вот читаешь описание, что должно быть на эту отметку. Несвязанная речь, там ошибки в этом всем. И у меня был такой кейс, я знакомая, которая в меди училась, окончила, сбрасывает описание в отрыве, говорю, с точки зрения медицины, что это такое? Она мне фотку из книжки присылает с таким же описанием легкой степени умственной отсталости. И ты задаешься вопросом, ребята, если бы не было так печально на самом деле. Это реальность, с которой мы живем. Как человек, 10 баллов набрать на ЦТ, я методом тыка китайский набрал на 34. Не знаю, ни хао ма, и все, что знаю по-китайски. 34. Математика методом тыка 49 баллов. Они сейчас немножко там подшаманили, что тяжелее это сделать. Но там база, там есть базовые вещи. Получается так, что это все формализовано, никому ничего не надо. Все живут. Нет, им надо. Нет, им надо. Они решают свою задачу. Им не надо хорошее общество. Они решают свою задачу. Ведь образование на самом деле триггер, который может спровоцировать новую волну протестов. Конечно. И они решают задачу для самого главного уровня.
Они говорят, что все хорошо, у нас хорошие отметки, у нас больше 50 средний балл, то есть как бы все вроде хорошо. Но на самом деле получается, что я даже не знаю, нужны ли эти оценки. То есть я вот сейчас уже как-то мир... При текущей модели поступления в наши университеты они нужны для того, чтобы ранжировать учеников. Ну да, конечно. Да, вот, конечно. но перестроить систему по-другому, отметки будут не нужны, потому что оценка — это такая профдеформация. Оценка — это, условно говоря, словесная, а отметка — это ты, что ты отметил. Вот в нашей индустрии, да, там, в центральной киноиндустрии, в театре, например, вот нам никогда не нравилась та система образования актеров, которая есть, да, и мы никогда принципиально не брали актеров, которые получали государственное образование. Несколько человек все-таки было, и все в порядке, все с ними нормально, но мы создали свою школу. И вот те, кто учился у нас, вот про них, собственно, и писали все. New York Times, там, Financial Times и так далее. Просто потому, что это реально отличается по уровню, да. Я понимаю, что это мы готовили кадры для себя, да, то есть как бы это... И поэтому ты вкладываешь все лучше, ты пытаешься... Узкий профиль, конкретная цель. Да. А там все. Кругозор, должен да, все. Да. Нет, я не спорю, фундаментальное образование, там, гуманитарный блок, это помогает тебе осмысливать все. Но задачи, все зависит от задач, которые мы решаем. Почему бы я не брал там с государства? Ну, потому что я плюс-минус понимаю, кто писал эти программы, кто их согласовывал, как они согласовываются. Пример, который ты привел в начале с дизайнерами, которые уволили. Да. Уволили тех, кто не захотел развиваться в мастерстве, кто не захотел становиться. И искусственный интеллект, как бы к нему плохо не относились, что он будет убирать как бы низкоквалифицированные работы. Он будет создавать новые рабочие места. Я согласен. Будут люди, но все равно человек, который напишет правильный запрос, это нужно понимать, как написать правильный запрос. Естественно, так я говорю. А сколько он времени высвобождает? Вот мы сейчас запускали проект, и мне нужно было просто посадочную страницу разверстать в стиле другой CMS-ки. Я такой, лень, я скармливаю кусочек кода, сгенерирую мне посадочную страницу, он делает. Я за час делаю то, на что бы я потратил день. В итоге плюс 8 точно часов. Так же, когда такой, типа, нет, мы будем чертить линейкой, то есть компьютер нам не нужен. Да? Ну нет. Поэтому, как бы, да, мир кардинально поменялся, но траектории у всех будут разные. Я знаю там, ребят из белорусских стартапов, которые продавались крупнейшим компаниям мира, но не имели формального образования. И это не факт, и они не имели формального образования, потому что они говорили: мне не нравится, что там делать, я сам изучу больше, я уже знаю больше, чем преподаватель. Мой случай тоже. А для нашего преподавателя, когда твой ученик знает больше тебя, это же травма. Это все. Потому что, а вдруг он поставит меня в неудобную ситуацию? Да, при всех. Но ведь учитель как бы и не должен знать все, и не должен как бы нести ответственность. Но за это как бы карают, как бы, и таких детей не любят, и как с такими детьми заниматься. И просто так сейчас очередная там волна ближе к вступительным экзаменам о том, что вашим учителям будет плохо, если вы поступите за границу. Ну вот. А с точки зрения логики, причинно-следственная связь, почему ребенок хочет поступать за границу? Он ищет лучшей жизни. Ну это же нормально, когда ты стремишься к лучшей жизни. Конечно. Но ты не должен жить хорошо, потому что твой учитель, который сейчас живет плохо, ему будет еще хуже. Это абсолютно. То есть вы перекладываете ответственность на ребенка и говорите: живи хуже. Если мы говорим про там огромное количество дисциплин, да, которые ты просто не можешь получить в Беларуси. Ну, ты не можешь, да. Там, допустим, условно говоря, та же там, допустим, современная хореография, да. Никто этого не учит. А был при этом Витебский фестиваль, который был всемирно известен, Витебский фестиваль современной хореографии. Его просто закрыли, уничтожили. Да? То есть, получается, вы взяли целую отрасль и перенаправили людей, которые хотят ей заниматься, вы ее перенаправили за границу. То есть они должны все уехать. Да? И так каждый... А если что-то не то выйдет? Ведь позиция чиновников в чем? Ну, да. В теплом кресле хорошо сидеть и подольше. И тебя, если ты сделаешь что-то не то, накажут. А если ты ничего не сделаешь, то тебя не накажут. Соответственно, спокойненько сиди и исполняй. Не бери на себя ответственность. А тут современная хореография.
А извините меня, если он в чулке одном придет, и это по телевизору-то покажут, как бы это вам не голая вечеринка, это же как бы, это же вот... И неважно, как бы, что-то, ну, как бы это будет. Ведь получается, что вот это же получается у нас один человек, который всех заразил вот этой недальновидностью, да? И теперь ведь поправлять все, это какие-то глобальнейшие задачи. Переступить. Я думаю, что будет шанс только переступить, сделать такой... осознать, что было, сделать выводы, сказать, что вот эта точка невозврата. Прямо сейчас вот у меня с языка, потому что я много раз говорил, если вы хотите сейчас, чтобы у вас современное искусство развивалось, начните, то есть отрефлексируйте то коротко, но начните с сегодняшней точки. Переступить, только переступить. Иначе вот в этом вот мы утонем. Ведь на самом деле... с образованием ведь по сути просто любой маркетолог скажет, займись бенчмаркингом, посмотри на тех, у кого получилось, адаптируй под белорусские реалии и делай это уже все. Не изобретай велосипеды, как бы все нормально, подтянется. Тем более я более чем уверен, что в Беларуси многие бы мировые вузы по некоторым направлениям хотели бы открыть свои представительства. Абсолютно. Потому что это выгодно. Ну, слушай, еще 10 миллионов человек, это не маленькое количество. Ну, уже 9, там, да, 9, да. Но это все равно. Вот, ну и человеческий капитал, ведь там школа хардскиллов, система хардскиллов и массовость, она и позволяла, и позволяет делать вот этот отсев там лучших из лучших при минимуме затрат. Ну, это такое, как пассивные инвестиции у инвестора. Ты там держишь пакет из 10 проектов, в лучшем случае 1-2 выстреливают, и у тебя отбивается все, что ты посеял. Ну, смотри, у нас был, мы когда с молодыми людьми работали в разных вузах, по разным странам, да, мы один вопрос задавали всегда, чего вы боитесь? И они говорили всегда одно и то же. Мы боимся следующего дня после окончания университета. Потому что мы не знаем, что нам делать, мы не знаем. Мы начали думать над этим, потому что когда ты сталкиваешься в каждой стране, то ты уже понимаешь, что это некая система порочная. И мы придумали такой предмет, который называется «Персональная стратегия творческой личности». Когда ты стратегически выстраиваешь свою, еще поступив, то есть, да, ты на первых курсах тебе уже объясняют, что ты можешь выбрать себе модель. Вот насколько перспективно такой подход, и почему он не был до сих пор предложен? До сих пор была классная модель. За тебя все решают. И человеку ведь хорошо. Причинять добро, это же хорошо. За тебя все решили, у тебя все есть, все, модель как бы. Но вопрос твоего внутреннего конфликта... Так он у каждого свой внутренний конфликт. Должен быть. Мы просто неправильно выбирали модель. Это нормально бояться неизвестности, но это вызов, который тебе позволяет. Самое главное, что успех. Моя философия жизни проста. Есть начало, есть конец. Здесь... Ты должен получать максимум удовольствия, что бы ни происходило. Согласен. И искать. Нужно понять людям, что не университет отвечает за точку невозврата, а ты сам должен понимать, что ты в первую очередь несешь за себя ответственность. Что будет после университета? Ты будешь иметь определенный багаж знаний, умений, навыков, и как ты будешь им распоряжаться или не распоряжаться, это твой выбор. Но, к сожалению, к такому подходу экономика будет решать, экономика будет делать запросы. Ведь не всегда есть время на культуру, к сожалению, как бы то ни было. В голодные времена, выбирая разжечь камин книгой, чтобы согреться, или почитать ее, многие выберут Хотя, разжечь. понимаешь, вот тут тоже, когда... Немцы, когда сейчас был локдаун, и они выделяли на спасение культуры миллиарды. То есть, причем никакой немец не сказал, что зачем вы туда выделяете. Осознанность, потому что они рассчитывают стратегию развития культуры и загодя гораздо. Там конференции, которые сейчас, что будет происходить через 20 лет. Но вспомните начало 90-х. Я из сельской местности, у нас в клубе на эти все праздники собиралось много-много людей. Стулья люди приносили, чтобы посмотреть на концерты. Люди собирались, объединялись, общались, обсуждали проблемы массово. Обсуждали политические Какая культура в массовые наши времена? Поддержку кого?
купаловцев, которые, может, скажут, что ковид это плохо, если что. Нет, лучше как бы так. Нет, здесь как бы с точки зрения управления ресурсов, если как бы оценивать то, что они пытались достичь, если это осознанная попытка достижения, это успех. Прикиньте, они разобщили, разогнали по домам. Культура – это продукт, который потребляет малый процент людей. Если вспомнить Иацовский сборник, когда он был еще информационно-аналитический, при администрации президента, потом его в BC переименовали, это был год 16-17, и они опубликовали статистику по доходам. Мы просто ее перепощивали, ко мне долго трафик шел. Условно 80% белорусов были бедные, либо за чертой бедности. 15% периодически откладывало деньги, 5% регулярно. То есть 5% среднего класса в Беларуси. Да. Так кто может Который потреблять должен культуру? быть Кто может потреблять культуру? Да. Ребята, 80% людей бедные и за чертой бедности. Ты вспомнишь, как ты поступал первый раз в ВУЗ, да? И как сейчас происходит поступление? В чем вот это различие? Я сдавал устный и письменный экзамен и экзамен по белорусской литературе. В чем отличие? Волновался? Конечно. Потому что для меня нужно было поступить на бюджет, потому что мои родители не могли платить как бы там задержки зарплат, все, и ты как бы понимаешь, что ты должен. Что я увидел? Это, например, ты сидишь в большой аудитории, а у твоего соседа падает справочник на пол, и его не выгоняют из аудитории, и не ливают, и он потом поступает на более топовую специальность. Я увидел несправедливость, я увидел то, что образование как социальный лифт не работает, о том, что я не могу... Какой это год? 2002. Я понимал, что я не могу себе выбрать то образование, которое я хочу. В будущем я закончил юридический, с красным дипломом я получил то образование, которое я хотел получить изначально, как бы, и там я рад этому, что я все равно там поставил свой пунктик. Но я видел несправедливость. Это были такие экзамены, которые позволяла и коррупция, и все. Ввели ЦТЭК для борьбы с этим, и это начало бороться. Но ЦТ начала показывать... Всегда после «но». Это по-белорусски, но ЦТ начала показывать реальный уровень образования. Дети не тянут. И, соответственно, а как? У нас не может быть образование плохим, потому что мы наследники советской школы, мы сохранили лучшую советскую школу. И, соответственно, давайте подкручивать. И чиновники начали подкручивать, и, соответственно, ЦТ опять решает задачу. Многие учителя ругаются на ЦТ, но давайте скажем честно, что делает ЦТ? ЦТ сейчас скрывает проблемы образования. То есть вот истинная задача знаешь, ЦТ. Вот это как нам рассказывают, когда у меня было несколько таких очень глобальных конфликтов. Я еще когда журналистикой занимался, я написал тогда первый самый материал про учителей, которых когда вот они начали все в избирательных комиссиях. Я написал, естественно, такого хейта выхватил, что капец. Там все писали, вот моя мама учительница. Я говорю, это не про вашу маму. Ваша мама отличная, а вот это нет. И в итоге это было чудовищно, потому что это было такое разочарование в учителях. Оно у меня не должно было быть. Это неправильно вообще. Хотите жизненную историю? И вопрос, и предположить мой ответ на вопрос, разочаровался я в учителях или нет. 2016 год, моя первая избирательная кампания в Палату представителей. Методом сбора подписей мы собрали 1500 подписей, и меня снимали, признавали подписи недействительными. И перечисляли фамилии, которые отказались. Среди этих фамилий была фамилия учительницы, у которой я лично брал подпись. Она отказалась от своей подписи. Разочаровался ли я в учителях или нет? Перестал ли я помогать учителям или нет? Нет, конечно. У меня был только вопрос, что можно сделать с человеком, который тебя учил, который учил тебя доброму, светлому, чтобы он отказался от своей подписи и сказал, что не ставил. Только вот этот вот вопрос. Это не должно останавливать. Я понимаю, про что. И это на самом деле отчасти очень обидно для учителей, которые стараются, которые делают, потому что они не обезличивают. Но если смотреть объективно на то, что происходит, это факт. Как-то довелось свежее исследование, которое в Беларуси органами проводилось делать, почитать по поводу патриотического воспитания. Насколько люди себя пытаются ценить и отстаивать, а на детей, я скажу, плюют. Был вопрос,
Достаточно ли патриотических мероприятий в школе? Да, достаточно, нужно больше, затрудняюсь ответить. 85% или сколько-то, ну, порядка 80%. Нужно больше. Нужно ли детей туда? Есть, дают тебе шанс, затрудняюсь ответить. Нужно ли больше детей туда водить? Да, нужно. Пойдете ли вы на такое мероприятие, если у вас запланирована встреча, например, там, с родными, близкими или еще что-нибудь? Затрудняюсь ответить, возрастает. Нет, не пойду, появляется. Вот для детей вот этого вот надо много. Да. В отношении себя окей. И это исследование, которое здесь сейчас происходит. И просто ли так это берется? На пустом ли месте это берется? Нет. И, к сожалению, да, учительство как класс переживает не лучшие времена. Почему переживает не лучшие времена? Есть же на самом деле объективные вещи, которые про это говорят. Системно, регулярно можно получать плюс-минус адекватную зарплату. И ничем не заниматься. Я вот не знаю, как выживает немецкая школа, британская, финская, где патриотических занятий вообще нет. Ну, и никогда не было. Они живут. Наверное, они разве живут? Ну, что они в жизни видели? Они разве живут? Вот это жизнью назвать нельзя без патриотического воспитания. Вот в чем проблема. В том, что есть деньги, и порог входа туда такой. Нету того, чтобы формировались хорошие коллективы. Коллективы начинают разбивать. Как только появлялись в Беларуси зачатки элитного образования, которое можно было бы тиражировать, их начинают уничтожать. Ну, лицей БГУ имени господина Дзержинского. Ну, это же шикарно. Вот классное интервью дал Игорь Варакса. Ну, умнейший человек, он новатор в образовании. Он говорит, современный лицей — это не тот лицей, которых мы в 3-литровой закатанной банке переносили дух с одного места на другое. Да. Это меняется, как бы, ну, и вот. И учителям обидно за это. А вообще, вот откуда вот этот Дзержинский вдруг? Это мы выбирали человека, который больше всего белорусов убил, или как? Ну, вот вы пытаетесь... У нас еще Суворовское училище классное. У нас классический вопрос, как бы, для меня понять их логику. Как только мы поймем их логику, мы с этим разберемся. Но ведь есть какая-то логика. Для чего-то это делается. Для галочки, для звезды. Мы считали, когда Карпенко пришел в Министерство образования, он начал реформу. Он все управление образования переименовал в Главное управление по образованию. А я посчитал на количество школ и прочих вещах, сколько табличек нужно будет поменять и сколько денег нужно будет потратить на это все. Ну, ребята, Главное управление по образованию, либо управление по... Какая разница? Я просто... Почему для меня это особенно больно? Одна из моих профессий звучала: ведущий инженер-программист управления дистанционного образования, учреждения образования, Институт повышения квалификации и переподготовки кадров, учреждения образования, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Как ты это выучил? А здесь просто. Здесь фишка в том, что если ты понимаешь, как работает система, ты просто алгоритмически понимаешь, да, ты алгоритмически понимаешь, что нужно добавлять, как бы. Это, знаешь, я был просто инженер-программист. Ну зачем? У меня в трудовую вшита еще одна трудовая, потому что с такими названиями профессий мне места не хватало. Я благодарен своим родителям, маме за то, что она нас всегда куда-нибудь отправляла, все поездки, а папа из семьи раскулаченных. А там по его папе, там папа прадедушки был, там прапрадедушка был Солтусом Дятлова при Польше, то есть как бы в Беларуси давали. То есть у нас было немножко другое как бы видение, и старший брат, четвертый класс, он писал сообщение, и тогда модно было, так, ну Ванька был в 4 классе, это было на границе, там, условно говоря, совок еще не развалился, писал сочинение, биография семьи. И он написал в сочинении про раскулаченных. Вот шухер был в школе. Он с гордостью написал, что были раскулачены. А это был шухер в школе. Вот своим родителям я за образование вот просто благодарен за то, что есть. Но в школьном образовании нужно привести факты. Нужно показать последствия. И спросить ребенка,
Как твое личное отношение Да, к этому абсолютно. человеку? Абсолютно. А не так. Я не помню произведение по русской литературе, которое было название, но, к сожалению, много читал. Суть в том, что человек во время Великой Отечественной, 11 класс, во время Великой Отечественной войны он дезертировал куда-то в сибирскую деревню, в которой текла река, он вернулся. Была жена, у них была любовь там за баней в бане, она забеременела, его потом выслеживали, он переплывал реку, утонул, и она тоже утонула. Вот не могу вспомнить произведение, надо будет посмотреть по программе, как бы, что за оно было. Но смысл в том, что у меня учительница спросила, твое отношение к этой женщине. И на тот момент юношеский максимализм, говорю, а какое отношение? Она сделала выбор. Это ее выбор. У меня никаких чувств это не выбирает. Для меня человек сделал выбор. Я ее выбор не расцениваю. Для меня это не трагедия, это глупость. И я начинаю ее осуждать, потому что для меня человеческая жизнь – это самая большая ценность. Меня чуть ли за дверь не выставили. Ты плохо. Так, подождите, вы у меня спрашиваете, что? Мое отношение к этой ситуации? Либо вы хотите получить ответ, который вам нужен. Так давайте как бы говорить, сопереживаю, сочувствую, потому что это горе, трагедия, или то, как я чувствую, то, как я вижу мир, и почему я вижу. У меня одногруппник написал в сочинении про бесприданницу, там, Катерину луч света в темном царстве. И у него была такая фраза: «Кабаниха вам плохая, вы мою тещу не знаете». Вот вкус счастья, который как бы связан с едой и с историей с твоей. Это когда ты выходишь из СИЗО, едешь к себе домой, на участке копаешь ведро картошки, жена тебе его любимое жарит. И в дом приехали родные и близкие. Вот это кайф, да. Вот это еда, история счастья. Вот в таком, как бы, да, это Класс. было. Это Класс. был август 2021 года. Вот это вкус счастья, это самый вкус. Ну, потому что это самое яркое. Было Да, много всего. Было яблоко, на котором вырезано «Я тебя люблю». Были печенески. Это когда печенье алфавит, фраза «Я тебя люблю», а во второй порции «Как адвокат». Ну, потому что по прямому не спросишь, как бы, а печеньками сообщения были. То есть таких историй, ну, миллион. Но самое-самое вкусное красиво. это ведро жареной Красиво. картошки. Да. Спасибо, что ты со мной съел эти тефтели. Спасибо вам за вкусную. познакомиться. Ой, сложная тема на самом деле. Блин, такая сложная, потому что одни вопросы, ответов почти нет. Это хорошо, когда вот такой собеседник, который очень простым языком может объяснить, в чем проблема. А на самом-то деле люди понимают, что что-то не так. А что там не так? Черт его знает. Какая-то замкнутый круг какой-то. Что у нас получается, чтобы там не изменить, нам надо сначала просто скинуть эту власть. Да? Тогда только мы сможем что-то поменять. А в это же время дети растут, им же надо получать образование. Им же надо выстраивать свою жизнь, свою стратегию на эту жизнь. Что им-то делать? Им ждать с них нету, пока там все эти безумные деды помрут. Поэтому как бы надо как-то пытаться сейчас там спасать этих детей, пытаться дать им нормальное образование, помогать им, поддерживать их. Правильно сказал Сергей? Поддерживать просто. Просто поддерживать. Я с тобой рядом, и давай, сынок или дочь. Давай, ты выбери, а мы вместе все решим. И вот мне кажется, что в этом и есть наша миссия. Миссия помогать, поддерживать их, чтобы они были... и нам надо быть с ними честными, чтобы они были честными сами с собой. И чтобы они могли выйти и сказать честно: хочу вот быть этим и этим. А еще мне кажется, что архиважно давать им время на то, чтобы они могли определиться, кем они хотят быть, какими они хотят быть. А нам всем надо думать о будущем, жить настоящим и беречь себя. Ну и поддерживать максимально друг друга, потому что только в этом случае у нас появится тот самый добробыт.